Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. Давайте посмотрим, что загаданный мужчина хочет вам сказать прямо сейчас, в этот самый момент. Его откровение. Вот если бы он оказался сейчас перед вами, что бы он вам сказал? Что бы он сказал из того, что не решился сказать в прошлом, либо не говорит в настоящем. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени и задайте ему свой вопрос. Что ты хочешь мне сейчас сказать? И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какой тут мужчина интересный вышел. Неспокойная душа. Неспокойный какой-то характер. Здесь мужчина с какой-то раненной самооценкой. Сейчас я вам его немножко опишу из того, что я вижу, а вы потом сами решите, это ваш или не ваш. Мужчина красавчик, хоть куда. Для посторонних людей производит впечатление такого прям умного, дерзкого, состоявшегося, такого вот прям, знаете, холеного, лощеного мужика. Многим нравится, многие восхищаются, женщины, да, с женщинами он умеет общаться, многие посматривают. Мужчины ему откровенно завидуют, потому что у него язык без костей, и он очень много преувеличивает про себя, про свои там какие-то достижения, результаты. Нельзя сказать, что у него нет результатов, но он реально преувеличивает. Мужчина, которого вы знаете до мозга костей. То есть вы знаете всю его теневую сторону и вдоль и поперек уже изучили. И мужчина, который в принципе, скажем так, очень подвержен эгоизму. Да? Вот высокая самооценка, она, кстати, травмированная у него. Вот этот эгоизм, раздутый до неприличных размеров. При этом от него, как, знаете, толку нет. Да? Как какая-то красивая игрушка, но которой нельзя играться, потому что она там, не знаю, декоративная, она там сломаться может. Знаете, вот какие-то такие вот статуэтки хрупкие. Вроде как красиво, вроде как престижно, но толку от нее нет, потому что с ней даже поиграть нельзя, потому что она сломается. Да, она хрупкая очень сильно. Мужчина с большими амбициями, но с каким-то очень слабым моментом реализации. И еще я скажу такую вещь, что у мужчины вот поведение мне напоминает как такое избегающее, да, сознательно избегает каких-то сложных ситуаций в жизни, предпочитает ничего не делать, но при этом много говорит, что да держите меня семеро, да я сейчас тут все поле перепахаю в одиночку. Там, за 3 минуты, нет, за 1,5 минуты, да. При этом он будет искать любую причину, там, попа чешется, там, простудился, диарея, да, любую причину, вот лишь бы не делать. Вот меня кто-то позвал, мне нужно куда-то бежать, кого-то спасать, выручать, а там же мероприятие, а если я не приду, так на меня же обидятся, я же человеку покажу неуважение, да. Вот у него 1000 причин, и он прям мастер придумывать эти причины, чтобы не делать. То есть сначала он обещает, причем он может обещать очень красноречиво. Потом он, значит, оттягивает, сколько это можно. А потом он просто начинает избегать. Избегать и такой, типа, нет, ничего такого не говорил. Я ничего такого не делал. Вообще это был не я, тебе показалось. Это ты сама дурочка. Ты что, меня, здорового человека, тут обвиняешь? Да нет, я бы такого никогда не сказал. То есть, непонятное такое поведение. Очень похоже, что у него какие-то вот старые травмы, возможно, даже детские травмы, которые со временем зарубцевались. И эти рубцы просто вот по всему, как, знаете, телу у него. Кстати, есть ли у него шрамы, да? Вот обратите внимание, либо вспомните, пожалуйста.
Если прям почему-то мне шрамы пошли, возможно, да, какие-то шрамы есть. Ну, такой вот человек, да, непростой и очень сложный в отношениях. И у него были отношения до вас, возможно, даже брачные отношения были, ну, либо там какое-то долгое сожительство было, как вот прям брак, семья, но тоже очень печально закончились, и он такой, типа, я хорошая, а та женщина была плохая, а по факту вы, наверное, начали догадываться, что не все так однозначно, что не всем его словам можно верить, что, ну, явно что-то тут не так, да, явно что-то не так. И еще я вижу, что мужчина мог вас не отпускать, очень долго мог не отпускать, ну, удерживать в отношениях, там, не знаю, обманом, жалобить вас, что вот там, типа, не уходи, не бросай, там, ну, куда же ты, ну, как же, да. И кто-то вот из девочек еле-еле из этих отношений выбрался. Но не до конца, я так понимаю, да, потому что за одну ногу он вас еще держит. Ну, вот в эмоциональном плане, скорее всего, да. Вот. Кто-то еще в отношениях с этим человеком, и непонятно, чем это все закончится, и понимаете, что дальше это трясина, топь, но при этом, ну, как-то сложно, да, без него. Он как-то все-таки втерся к вам в доверие, и вы не понимаете, что вам дальше с ним делать. Хвастун, говорун, тот, кто постоянно преувеличивает, брехун почему-то мне еще идет, да, возможно, не один раз вы его ловили на лжи. И еще я вижу одну негативную черту, то, что он быстро как-то в агрессию может впадать. Вот буквально там на ровном месте впадает в агрессию, ни с того ни с сего, да, может агрессировать. Но я вижу, в чем причина. Боится, что его разоблачат. И вот как мы знаем, что лучшее средство защиты – это нападение. Вот, скорее всего, он это все и отрабатывает, да. Как только он чувствует какую-то угрозу, он начинает нападать. Ну, типа, я защищаюсь, да, на самом деле ты просто пытаешься скрыть свою там ложь, либо что ты там пытаешься скрыть, да, вот как-то так мне еще идет. Еще одной проблемой для кого-то могли быть его родители, его семья, потому что он какой-то, не знаю, бесконечно привязанный, преданный своей семье. И вот его семья может делать что угодно, да, и он прям закрывает глаза, причем так двумя руками, и такой, нет, это не они хорошие, они ничего такого не делали. Да, им могут откровенно пользоваться, его могут за нос водить, обманывать, там, что попало творить, и он прям свято верит, что его семья – это нечто там честное, доброе, великое, да. Ну, хотя там банально все люди обычные, вообще все люди обычные, да, не обязательно там его семья. Просто у каждого есть свои достоинства и недостатки. А он такой, нет, мои типа святые, у них вообще недостатков нет. И когда ты ему конкретно вот показываешь, носом тыкаешь, он такой, нет, это не они. Нет, ты типа неправильно думаешь, ты неправильно поняла, ах, ты против моей семьи, да. И начинаются вообще свары какие-то вот ужасные. Плюс я вижу, что этот мужчина вам что-то вот прям конкретное одно слезно пообещал. И вы много времени это ждали, пока не стали осознавать, что мужчина не способен на это. Не потому, что он не хочет, а потому, что он не способен выполнить это обещание. И вот, наверное, в этот момент вам особо как-то стало неприятно, больно, и вот все накатило как будто бы на вас. Ну, либо это сложные отношения, либо этих отношений уже нет, хотя мужчина еще за одну вашу ногу вас держит. Он куда-то там вниз провалился и держит вас за ногу, не дает вам всплыть, понимаете? Он за вас держится, потому что вы, скорее всего, для него очень классный донор. Либо благодаря вам хоть как-то можно удержаться, да, хоть на каком-то месте, а не быть в какой-то, извините, топе, да, не быть в какой-то яме. Почему-то еще так идет. Да, он интуитивно чувствует, что нужно вас держаться, потому что с вами он не пропадет, потому что с вами как вот заря за пазухой. Даже если вы там ссоритесь, даже если вы там его что-то подозреваете, если какие-то такие нестабильные отношения, все равно он за вас держится и готов там, не знаю, зубами угрызаться в вас, лишь бы вас не отпустить. А с другой стороны, вот такой вопрос, а зачем он вам? Ну зачем он вам? Вы молодая, красивая, успешная. Зачем вам такой мужчина? Нет, возможно, у него есть какие-то достоинства в малом количестве, но это же никак не окупает все эти жертвы, на которые вы идете с ним в отношениях. Вот кто отношения разорвал,
перекреститесь, слава Богу, выдыхайте, да, выдыхайте и начинайте жить по-настоящему. Вам он точно не нужен. Какой-то израненный, не знает, как жить, но при этом всех учит, себя вот это постоянно в грудь бьет, да я, какой-то Тарзан на минималках. Что я могу сказать еще про этого мужчину? Ну, ему нужно очень сильно захотеть и прям очень сильно постараться для того, чтобы хоть как-то изменить себя, свой подход, свое поведение, да, свое поведение, потому что поведение здесь уже через край. Хотя бы прекратить обманывать и прекратить вот эту вот агрессию свою. То есть, возможно, ему следует обратиться к психотерапевту, либо конкретно к психиатру, ну а может быть еще и к наркологу, да, если он у вас там прям любит закладывать. Ну да, у кого-то точно любит. И это прям тоже очень неприятно. Есть у него какие-то такие нехорошие привычки. Даже у непьющего человека могут быть нехорошие привычки. Что что-то, значит, другое делает, что, ну, как тоже алкоголизм. Например, я не знаю, игромания, лудомания, да, тоже может быть. Ну, надо, конечно, собой заниматься, нужно лечиться. Он, конечно, это все, я так понимаю, отрицает, говорит, что со мной все в порядке, весь мир прогнил, а я вот аленький цветочек, да, и моя семья – это святое семейство. Вот какие-то такие у него взгляды. Он постоянно вас пытается обвинить в своих недостатках. То есть вот если он врет, он все время пытается вас поймать на лжи, но вы ведь ему не врете, вы его не обманываете. То есть он вас рассматривает в призме, в парадигме себя, своего поведения, своих поступков. А это прям совсем уже какая-то клиника. Так, что этот мужчина вам хочет сказать? Ну, ничего нового на самом деле он не хочет вам сказать. Кроме того, что вот очередное обещание, что вот я все исправлю, ты там неправильно поняла, да вообще это ты сама виновата, да, ты меня спровоцировала. То есть у меня все было хорошо, у нас все было замечательно, но вот что-то ты там начала провоцировать, и из-за этого там мы могли поссориться, либо я там наговорил тебе кучу гадостей, но я же этого не хотел, это ж ты сама меня спровоцировала. И типа все женщины плохие, а я такой хороший один мужчина. И вообще, что за жизнь у меня такая тяжелая. Знаете, какие-то, ну вот глупости говорить на самом деле. Хотя, если честно, да, если честно, в принципе, что-то есть в нем, что может его спасти. Но это что-то такое маленькое, как, знаете, угасающая какая-то вот искорка мне вообще идет. Сколько лет этому мужчине? Вот чем старше, тем хуже поддается лечению, да, спасению. Чем моложе, ну, там есть над чем работать. Но, опять же, когда человек молодой, там много еще и глупости, которую нужно тоже иметь в виду, да. Тоже такая прям серьезная составляющая, серьезный фактор. Еще этот мужчина какого-то вам другого мужчину клеит и говорит, что типа ты такая стала, потому что у тебя какой-то другой мужчина появился. Но я типа вам не дам быть вместе, потому что ты моя женщина, а я твой мужчина. И он начинает говорить, что этот ваш другой мужчина, он какой-то с масками на лице, либо в каком-то, скажем так, образе, да, что типа вот я чувствую, да, там причинным местом чувствую, что этот мужчина тебя обманет, вот типа он все там у тебя заберет, и ты там одна на бабах останешься, а вот я тебя заранее предупреждаю, а ведь я никогда не ошибаюсь, знаете, ну какие-то глупости говорит. Если у вас уже есть какой-то другой мужчина, да, и вы встречаетесь с другим мужчиной, ну и слава богу, значит вы уже выздоравливаете, да, вас это все отпустило. Если нет никакого мужчины, он просто там, знаете, с бухты-барахты вас приревновал, ну, тогда он еще более болен, чем изначально я это увидела. Ну, да, он не признает своих ошибок. Вот фишка в том, что он не признает своих ошибок, он ищет ошибки в других людях, да, проблемы в других людях. Сам весь в проблемах полностью покрыт, как еж иголками, но при этом он такой, нет, я хороший, а все типа плохие. Да, все плохие. Всех подозреваю, но вот я идеал. Когда его ловишь на лжи, он такой типа либо ничего не говорит, да, морозится,
Либо он начинает агрессировать, чтобы перевести разговор вообще в другое конфликтное русло, да, чтобы это все вот это сгладилось. То есть не будет он оправдываться, да, скорее всего, никогда не оправдывался. Вот агрессия, вот это мне не нравится в нем, то, что он агрессирует. Еще, мои хорошие, он что-то вам обещает и говорит, что да, типа я сделаю, я же типа обещал, ты что, ты мне не веришь, вот я уже бы сейчас сделал, вот если бы мы были вместе, я бы все сделал, а поскольку мы не вместе, но как же я это сделаю, да? Что-то он вам пообещал, и теперь он пытается этим манипулировать, что типа, ну, раз мы не вместе, то зачем не делать? А когда вы опять будете вместе, либо были вместе, он такой типа... Я сделаю когда-нибудь, да, когда там мрак на горе свистнет. Какие-то такие вещи говорит. Я не знаю, может, он пьяный вот в этот момент, потому что у него какие-то повторения, у него какая-то несуразица идет. Ну вот там про любовь вот он говорит я тебя очень люблю, ты там моя женщина, я твой мужчина. Почему-то он говорит, я тебя люблю, а ты меня не любишь. А если бы ты меня любила, то ты бы по-другому ко мне относилась. А как по-другому? Терпеть, прощать, тянуть на себе, как по-другому? Это тоже как-то глупо. Но вот если бы он признал все свои грехи, да, все свои провинности, и попросил бы у вас помощи, сказал бы, любимая, родная, был неправ, я не знаю, что со мной, ну явно что-то не так, да, помоги, я хочу все изменить и исправить. Вот, да, вот это молодец, это уже как первая ступень. Осознание, да, либо там принятие. Но нет, он все время виляет, он даже в моей отсыпке, смотрите, какие знаки показал, постоянно виляет просто, типа и я, но не я, люблю, но не люблю, да, но ты меня не любишь, а я ведь тебя люблю. Я обещал, но вот я бы сделала, если бы ты была рядом. Но раз ты не рядом, то и делать я не буду. Понимаете, вот какие-то такие вещи. Типа, а я знал, что ты там такая-сякая. Но при этом ты самая лучшая, ты самая родная, самая любимая. Что-то с ним не так. Если пьющий, то понятно, скорее всего, напился. Ну, либо, там, не знаю, обкурился. Если не пьющий и не употребляющий, то, скорее всего, там реально без психиатра вам не разобраться. И лечение там должно быть прям таким серьезным, да, фундаментальным, я бы даже сказала. Но потому что с ним что-то происходит, и это не очень хорошо, не очень. В принципе, вот если бы не было всех этих травм, и если бы он не был таким вот вертлявым обманщиком, то из него бы получился очень успешный человек, который бы очень многого добился. Потому что голова у него, несмотря на его недостатки, все-таки хорошо соображает. И, возможно, даже какие-то знания в голове есть, умения есть, там, таланты, руками что-то умеет делать. Там, может, он у вас технарь какой-то там от Бога, и там схему припаяет, еще что-то там с компьютерами разбирается, в бизнесе там разбирается, считать умеет. Но вот эти лживые моменты, эти травмы, рубцы, они все ему перекрывают, все портят. И жалко, и не жалко. Жалко, потому что явно в детстве с ним что-то происходило, какое-то сложное детство, либо сложные отношения с родителями, может, вообще без родителей жил. Это жалко. А не жалко то, что человек, дожив до своего возраста, ничего не сделал, чтобы над собой поработать и как-то изменить свою жизнь. Не ради себя, не ради вас, как он говорит, любимой женщины, не ради кого. Вот это очень обидно, и это неправильно. Как я уже сказала, да, если человек хочет что-то изменить, он начинает что-то делать, предпринимать, искать хотя бы, в чем причина, да. А так он все на вас скинул, типа, да, я хочу помириться, но это ж ты во всем виновата. Ну почему я должен просить прощения? Это ты должна сделать первый шаг, да. Вот прям напутано. Вот смотришь, и лично у меня, как у женщины, возмущение поднимается. Хочется вот его увидеть и вот так вот прям потрясти его, сказать, что с тобой, где твои мозги, пусть они на место встанут. Да, вот прям так хочется сделать. Ну, тяжело вам с ним пришлось, и я так понимаю, что прям с этим быком намучились. А он прям бык, настоящий бык. Не знаю, может, он в год быка родился, либо он телец, либо он такой вот как агрессивный, да, человек в любой момент, может, глаза кровью как наливаются, вот эти рога свои начинают, значит, точить и махать головой, да, кого бы забодать. Ну да, с таким неспокойно, очень даже неспокойно.
Мои дорогие, ну, в общем, вы все поняли. Мужчина, конечно, не фонтан, не подарок, но если вы не вместе, то все правильно, не возвращайтесь ни в коем случае в эти отношения. Если вы вместе, то, не знаю, лечите его, да, если хотите, если любите. А если уже как все перегорело, выгорело, да, от его этой лжи, обмана, то прекращайте эти отношения поскорее. Вы счастливы точно станете. Вы родились под счастливой звездой. Мои дорогие, спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.